Дойдем до президента. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация разозлила таджиков. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Кулябская зональная военная прокуратура расследует гибель солдата-срочника, который был призван в армию всего 2 месяца назад. 26-летний Лутфулой Давлахмат, проходивший службу в воинской части погранвойск Таджикистана в Пянджском районе, скончался утром 7 января. Али Ахмад Бердыев, житель села Шабика Васейского района и брат солдата, в беседе 12 января сказал, что командиры сообщили о внезапной смерти Лутфула, но родные в это не верят. По его словам, у Лутфула до армии не было серьезных заболеваний. 21 декабря Лутфула приехал из армии на побывку домой. Жалоб у него не было. 25 декабря мы его проводили в воинскую часть. Спустя несколько часов он позвонил и сообщил, что благополучно добрался до места службы. После этого Лутфула не позвонил. Одни говорят, что когда Лутфула доставили в санчасть в районе Хамадани, он был здоров, другие утверждают, что брат был болен. Врачи ничего не говорят. После судмедэкспертизы нам передали его тело, и никаких следов на теле не было, говорит Али Ахмад Бердыев. В Кулябской зональной военной прокуратуре сообщили, что по факту смерти солдата Лутфулои Давлахмада начато расследование. Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал со слов его сослуживцев, что у Лутфулои Давлахмад на погранпосту Фархор поднялась температура, его отправили в санчасть. Там он пролежал 2 дня. 5 января солдата перевели в санчасть воинской части 0307, расположенной в районе Хамадани, сказал источник. Утром 7 января Лутфулои Давлахмад не стало. Что стало причиной смерти, выяснит начатое военной прокуратурой расследование, добавил источник. По словам другого источника, солдат, скорее всего, умер от пневмонии. Как вам такая ситуация? И как этого можно было не заметить? И действительно ли от пневмонии? Или какие у вас есть предположения? Али Ахмад Бердыев рассказал, что его брат работал ювелиром в поселке Васе. Осенью его принудительно забрали в военкомат и отправили в армию. Брат женился всего 4 месяца назад, и поэтому мы попросили отправить его на службу в один из ближайших районов, добавил он. Брат умершего солдата говорит, что им до сих пор не вручили заключение судмедэкспертизы. Мы хотим объективного расследования гибели Лутфуло. Тем более, что многие вопросы, связанные с его смертью, пока остаются без ответа. Мой брат умер. Мы не хотим, что такая участь постигла других солдат. Мы до президента дойдем, добавил Али Ахмад Бердыев. Гибель таджикских солдат в рядах вооруженных сил не является чем-то новым. В прошлом также имели место самоубийства солдат или их гибель в результате различных происшествий и конфликтов в воинской части. Правительство Таджикистана в отправленном в Комитет ООН по правам человека докладе сообщило, что с 2019 по 2021 года из-за неуставных отношений, жестокого обращения с новобранцами и превышением командирами своих должностных полномочий в таджикской армии погибло более 100 солдат. Власти каждый раз связывают смерть солдат с их болезнями или говорят, что это был несчастный случай. Редко кто из власть имущих соглашается с тем, что должны быть наказаны должностные лица воинской части или командиры. Хотя и Генеральная прокуратура Таджикистана в недавнем отчете сообщила, что за последние 3 года к уголовной ответственности привлечено 639 должностных лиц, укрывавших преступления в воинских частях. За последние 5 лет раскрыто 182 преступления, в которых были замешаны сами офицеры и прапорщики, которые избивали своих подчиненных. Как вы относитесь к тому, что со временем ситуация в таджикской армии не меняется к лучшему? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.